То есть они тратят миллионы долларов непонятно на что, а жизнь обычных таджиков они обрекают. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас точно взбесит. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Власти в Таджикистане подтвердили, что один из самых крупнейших оросительных тоннелей в стране, через который вода из Нурекского водохранилища попадает в Дангаринский район, сильно износился, и его дальнейшая эксплуатация грозит полным разрушением. Этот тоннель длиной около 14 километров входит в число 100 самых длинных тоннелей в мире. Газета «Джумхуриат», официальный печатный орган страны, опубликовала статью о Дангаринском тоннеле, который входит в число важных стратегических объектов, в которой говорится о том, что в случае непринятия срочных мер в тоннеле может произойти обрушение, и тогда тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий и значительная часть населения Дангаринского района, малой родины таджикского президента, будут лишены воды. Дангаринский тоннель, строительство которого было начато еще в советское время, в 70-х годах прошлого века, и завершено спустя 17 лет, приносил в этот сухой, жаркий, но равнинный район воду объемом 100 кубических метров воды в секунду. В настоящее время благодаря этому тоннелю орошается более 10 тысяч гектаров земли на Дангаринском плато и обеспечивает водой 170 тысяч жителей региона. То есть строить новое здание для правительства, какие-то монументы, памятники, еще непонятно что мы можем, а просто следить за системой, которая уже существует, и регулярно ее обновлять мы не можем. Как вы к этому относитесь? И ведь они по-любому потянут время еще, когда будет проект, как его переделать, пока найдут деньги, он действительно обвалится. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. По словам таджикского ученого Давлатали Алимова, исследовавшего историю строительства Дангаринского тоннеля, этот тоннель является уникальным сооружением на территории Таджикистана, который имеет возможность пропускать 100 кубометров воды в секунду и позволяет осуществлять орошение до 100 тысяч гектар земли. Однако сейчас, как сообщает газета, этот тоннель не способен пропустить и 10 кубометров воды. В статье, опубликованной под названием «Дангаринский тоннель», говорится, после 36 лет непрерывной круглосуточной эксплуатации многие участки тоннеля пришли в негодность и нуждаются в срочном ремонте и реставрации. По словам начальника ГУП Дангаринского гидроузла Файза Адинаева, состояние главных ворот тоннеля очень плохое, так как воды рек Вахш пробили стальные и бетонные конструкции под воротами тоннеля, и ситуация в тоннеле сейчас очень сложная. Из-за нее в мае и июне прошлого года была перекрыта вода, и местные жители и сельхозугодия остались некоторое время без воды. Хотя потом вода по тоннелю была вновь запущена, но, по словам Файза Адинаева, потери к августу этого года из-за ветхого состояния тоннеля составили 53 миллиона кубометров воды. Дангаринский тоннель находится в ведении агентства мелиорации и ирригации при правительстве Таджикистана. Халбурод Рахмон, глава этого ведомства, заявил, что состояние Дангаринского тоннеля действительно неудовлетворительное, и для его ремонта и обслуживания необходимы миллионы самани и помощь правительства республики. На основании технико-экономического анализа финансовые затраты на ремонт, реконструкцию тоннеля составляют 464 миллиона самани, и эти средства должны быть выделены Всемирным банком в ближайшие годы, отметил Халмурод Рахмон. За годы он может обвалиться. Почему об этом не задумались раньше? Международная финансовая организация, а также оппозиция постоянно критикуют правительство Таджикистана, которое тратит большие деньги на показательные проекты и торжества, хотя эти деньги могут быть потрачены на ремонт важных для страны объектов инфраструктуры или на сферу здравоохранения, образования и в целях дальнейшего экономического развития. Как вам такие приоритеты нашего правительства? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!